1957 году в нашей республике было открыто чечено-ингушское отделение Всероссийского общества глухих. В 1972 году в республике было открыто предприятие. В ходе 2 военных кампаний от здания учебно-производственного предприятия остался один каркас. Инвалиды по слуху лишились возможности проводить социально-реабилитационную работу. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова, министр труда, занятости и социального развития выделил средства на восстановительные работы здания. До этих пор им приходилось работать в тяжелых и стесненных условиях. Здание отреставрировано и готово к эксплуатации. marka amarash boden botniet dan bi halga da don real mission don zaption don och ja det som dock inte då don där men is det då vi box då don där don we wabben we best på bulk don we abjad nästu don där we busab nakhla det var något jag blev dolgy don så det tar don azim balom bisi don det är don dock inte challenge don så det don tahan tan busol tek dog geçtan och så tek dog geç så dokun där som det där då hat sång så tek sen khihuma då hat hajwa fi shawo fi hoja var då så har din att se då ut så då dakhil snart blir det att då blir så har jag fått då så då där det visst det blir då så har jag nog action bakom det ska alla det som jag vet att vi vill där man då tar han away ويبوصل أتوت سندون أتوبيات ويدو دام أو حال قيتار دو تحت أو حال تادر أرجوش دو ويدو ويكون حالي دكتور دونه وصو أدني دون ده تادر أرجو دو بدار أتوبير مسير دون ده بس صعب يوسف دام يقول دون Сегодня мы видим, что все они получили счастливую возможность общаться и развиваться среди таких, как они, а это значит, что в их жизни появился смысл и улыбка играет на их лицах. В фойе здания предприятия выставлены образцы продукции, которую могут выпускать рабочие предприятия Грозной. Это специальная одежда для медицинских работников и горводоканала, детская верхняя одежда, постельное белье. Также выставлена работа вышивания и вязания столь необычными и сложными рисунками. Для женщин оборудовано 2 цеха для шитья и для изготовления кондитерских изделий и хлеба. Для мужчин оборудован цех для реставрации и сборки мебели. Есть и общежитие, где женщины с отдаленных районов и сел проживают. Глухонемые люди – это один из сложных видов инвалидности. У каждого из них очень глубокий и ранимый внутренний мир, который понять очень трудно. Макка Ахмадова сумела вникнуть и принять их боль как свою собственную. Когда ты видишь целый день, вот ты видишь, что вот мы это смогли, вот это получилось. И когда смотришь их глаза, они на тебя смотрят, да, эти глаза, вот ты по глазам читаешь, не надо, ни слова не нужно, ничего. И ты весь день, ты не чувствуешь усталость. Вот самое странное, что ты днем не чувствуешь усталости. Долгие годы, не имея заработной платы, она прошла этот сложный и тернистый путь, вместе с ними преодолевая все трудности. С огромным желанием и состраданием она научила их своей добротой и любовью быть друг другу такими же. Видя, как трудна работа и общение с людьми такого уровня, мы понимаем, что Аллах наделил ее огромным терпением, дал силу воли не сдаваться ради этих беззащитных людей. Возможно даже, что ее предназначение было предопределено свыше. Какие бы трудности их ни постигли, она не оставила их. Это чудесная женщина, которую Аллах наградил очень добрым и милосердным сердцем и универсальными способностями, которые она передает своим воспитанникам. Они радуются к ее приходу, как дети матери. Когда я спросила у нее, насколько трудна работа с людьми такого уровня,
Она ничего не смогла мне ответить, и лишь слезы, которые появились у нее в глазах, дали мне ответ. И понять ее может только тот, кто пройдет такой же сложный путь, через который прошла она. Предприятие как раз служит в первую очередь реабилитационно-психологической реабилитации, потому что они видят друг друга, по крайней мере, они находятся в своей среде, у каждого у них более-менее, значит, идентичные проблемы. И если вы видели, когда они общаются, когда они говорят, у них это действительно, значит, всплеск эмоций. Если, в принципе, понять их можно, если бы мы оказались в такой ситуации, наверное, наше поведение было бы вообще неадекватно. Основная реабилитация, наш настрой, все это делается через язык, через слово. И не имея возможности ни слушать, ни говорить, они практически оторваны от жизни. Ситуация такова, тяжелая ситуация. Поэтому данное предприятие, вот наша мать Тереза Мака, она служит и ориентиром, и помощником, и наставником. Также владеет, значит, языком жестов, она доводит смысл жития, бытия сегодняшнего дня. Также она обучает их шитью, вязанию, заменяя нескольких человек. Это адский труд. А основное направление – это действительно психологическая реабилитация. Видя друг друга, они чувствуют поддержку. На стенде видны архивные снимки, на них запечатлено полуразрушенное здание и несколько швейных машин. Но на сегодняшний день цех полон машинок и работы, хотя долгое время у них совершенно не было работы. Шитье – это долгий и кропотливый труд, который требует терпения и усидчивости. И не каждый, даже здоровый человек, обладает такими навыками, но с помощью своей наставницы они научились профессионально выполнять свою работу. Они очень трудолюбивые, ответственные, с огромным желанием выполняют все то, что так тщательно объясняют им. Не отвлекаясь, выполняют каждое действие. Не обделены и творческим потенциалом. Раз в неделю к ним приезжает педагог по жестовому пению. Они настолько выразительно и трогательно выполняют все движения, не слышат, но настолько хорошо передают смысл слов поющей песни, в каждом жесте чувствуется их душевное исполнение. Люди, лишенные слуха, общаются между собой с помощью мимики и жестов. Каждая комбинация положений пальцев, кисти и направления движения рук соответствует определенной букве алфавита. Понимать друг друга помогают выражения лица и телодвижения. Те, кто освоил язык мимики и жестов, говорят даже быстрее, чем нормально слышащие люди. Глухие могут читать по губам говорящего. Они следят за изменением формы губ, движением языка и угадывают звуки. Вечером, после рабочего дня, они все вместе собираются перед телевизором, дружно и очень интересно проводят досуг. Общаются столь увлеченно, что хочется научиться их языку жестов. Когда смотришь на них, невольно задумываешься, о чем же они думают, какие же у них ощущения, ведь они не слышат. И тем не менее, мне кажется, что они больше чувствуют ближних.
Приобретение исламских знаний является индивидуальной обязанностью каждого мусульманина, в том числе и инвалида. В связи с этим созданы все условия для изучения основ ислама. Каждую пятницу их посещает преподаватель, вместе они учат чеченский и арабский язык. С его особым усердием и их огромным желанием они научились говорить бисмиллях и совершать намаз. На основе арабских жестов решили обучать их чеченскому языку. В интернате у нас идет эта работа с мужчинами тоже, но с женщинами только с сентября мы начали. Также этот чеченский язык у них вообще отсутствовал последние 100 лет. Вот мы решили за основу арабские жесты взять и с чеченским произношением. Но успехи есть, продвигаемся. Даже их домашние очень довольны бывают, когда они дома начинают говорить на своем родном языке или с детьми. Здесь возрастная группа у нас не ограничена. С 1 класса и до 55 лет люди у нас обучаются. В этом году группе из 20 инвалидов по слуху из Чеченской Республики посчастливилось посетить государство Кувейт по приглашению первого заместителя министра вакуфов и исламских дел Кувейта доктора Абдалля Аль-Фаля. Инвалиды по слуху прошли курс обучения религиозным терминам на языке жестов, по завершении которого им были вручены дипломы об окончании специализированной программы. За время пребывания чеченских инвалидов в Кувейте они прошли ряд интересных познавательных программ, экскурсий, встреч. Делегация из нескольких человек с этой группы по приглашению посетили Катар на Международный съезд глухонемых. Чеченские инвалиды по слуху впервые приняли участие в столь масштабном международном мероприятии. По приезду люди с ограниченными возможностями работают в направлении передачи опыта и навыков, полученных за границей себе подобным в общеобразовательной школе-интернат для глухих и слабослышащих, где обучают арабскому чтению, письму, основам ислама и традициям чеченского народа. Самое важное для мусульманина – это любовь к Аллаху и знание своей религии. На сегодняшний день это большая милость Аллаха, что даже дети с ограниченными возможностями имеют успех в изучении того, что ведет к довольству Всевышнего Аллаха. С сентября этого года мы организовали исламское медресе Азан для глухих. Целью этого медресе является исламское воспитание, образование и обучение основам ислама и арабской графики, и письма, и чтения Корана, и детей, и взрослых. Эти дети, они ничем не отличаются от обычных детей. У них такие же способности, просто у них есть проблема, они не слышат или плохо слышат. Но у них есть очень большой порыв, потенциал, они хотят учиться, у них есть очень большой интерес именно к исламу. Сегодня это огромнейшее счастье иметь такие прекрасные условия для людей с ограниченными возможностями. Инвалиды категории глухонемых очень четко знают значение рая и ада, и они назвали это место раем на земле. إنها زعب خلر تيب بحنا شغل تيجح تصحدق الله عدالة دينين بيحكم تير خلدوش إنه يبحنيح زعب البيري قاچوية قتن ثاني زعب لثاني دانا زوش خلدال تصحنا أو تان باش بيقم بوإذا وق أغورا إشان دال دلوچون زعب لينا صبر خلا سنگ حجم ويزر حجوش دال خاستن بيش يشخيلشي قينو يختصا ديش يولنغا حساء دوقوش يلس من دخل ميلسان وطر بولش إبا عن هوتا شلو دلها نغا سندك شاردانا خيلشي وديني ناني يلغ صادق ديك بيقن با
شين خلو بال بلج تر دال خاصة موبا حجوش زوش الله دالا يشتا زعبلوش متكخل زعبلوش تقتو ديلي دوي لأخو اشمنوه دوهما دال حقو دينيغا شيلين شين لؤچون لوشتو تيب بباحنشتاني وزن ديل أحون ديلي ألا ديلي خاتيشوش دلجنا وزن ديل خاصة شكر حوندق حان لؤق دا حطها اي لقطو علي دق بوغوشا دال خاصة بيش وشي زعبل اللي تيح شينولج خلوان تيح قطريج او قاحيوكش لرلوش ديلي حسلوش اخيلشي قالوش قيمة ديناح تناخنا خبابيقا باتشي بو الله دالا يسمن تيبيا وزي سيلاوش دالا شي بوقوش قنخية تمتا زين بول دال زين بول نيخي صبر إيمان صبر ليل سنة هون الج دالا يسمن لوكرلش ير دنيا ميل دو خانيقشي كز خانيوير يقول دو خين سن ويحنو نوح بايمري ازر شرع ويحنو ازا تون ختن ميل خيتر هون اي دنيا شيقني وخان ال شين تدلقا تحن نعرو تشو حوال ووغ نعرو الاروال سنة تحن هوسم تشو تحن نعرو تشو عوالش ووغ نعرو ارواش موغري وقتو قط خيتر شين خان ال اشتا قط خانيوير وين دقية اح يسيغد عيولوشو از اقهين شو جمال ستو دلج دال خاصن بيش بوسو الدنيا اول شقوى الوالشي الله دال يزمن يلوشخصون سقى عدش حساب دوش كده عاوزنا حساب دي دوش جوب دي دوش متاح سقى حساب دوش يزمن يلوشخ يزعبل غيل داقي عنا ديلير شينيال غير خوش صوب شقوى سجن بس ياش دال شي بوقش قينه يتز اسنيخي حاجه تصير حشته خوش تصير دوك حاسته دال دين الله صبر ليلة بوسجنا هنا يزعبلوش بوجناخ شيهوس مع بوجناخ قستنلوش دالت يحيى بيرتيل والحمد لله رب العالمين. Ислам призывает всех людей к заботе об инвалидах и предоставлении тех же прав, как и другим людям. И ислам не разрешает делить людей на здоровых и больных. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, советовал хорошо относиться к людям с ограниченными возможностями, проявлять по отношению к ним милость. Хадис посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, гласит: помощь слепому, общение с глухим и немым таким образом, чтобы он понял, провожание нуждающегося в то место, где он сможет получить то, в чем нуждается, оказание помощи страдающему, который ищет средства избавления от своего недуга, помощь слабому, беря его за руку, помогать человеку, который испытывает сложности при общении – все это разновидности садака. Жизнь людей, имеющего проблемы со слухом, лишена всех тех благ, которым нормально слышащий может приобщиться с легкостью. Они никогда не слышали своих близких, не могут высказать все то, что у них на душе, и забота об их душах очень важна. И каждый здоровый человек должен понимать, что обязан оказывать внимание тому, кто нуждается в его помощи, и за это ему будет вознаграждение от Аллаха.